один в один, понимаете? Вот когда вы сидите, да, а Апанис Семеновича переводите на ноты, точно сняли, да, все точно, вроде все точно, все. И запели, да, там сидите, поете, ну нету духа этого Апаниса Бурнака, понимаете? Нет. А если вы не будете по нотам, да, а вот именно послушаете, как он исполняет, и будете подражать, да, там все, там порухай, там все нормально, там, вы точно попоете в него. Семен Прокофьевич также, если вы будете через ноты исполнять, вы даже близко не подойдете. А когда будете вот так слушать, вот, вы сделаете, и вы будете тогда творческими людьми. А если у вас не получается, не надо ничего осложнять. Да, там женитесь, замуж выходите, там рожаете детей, сельским хозяйством занимаете, в огород, там, собака, тоже очень полезно, это нормальная вещь. Вот, поэтому, вот. А быть ржи, саранджи, это очень тяжелая работа. Никто вам за это вот ничего не даст, вы ничего не заработаете на этом. Вот мы в этой жизни живем, да, вот Евгений Александрович, там, Сергей Трофимович, мы ничего не наработали, понимаете, нас только тюкают там, ой, ты кто такой, да, ты что такой зазнался, консерваторию закончил, да? Ты что там себя так ведешь, там, великий что ли, там, а другого там, а ты что, ты вообще без музыкального образования, ты что такое? Понимаете, всю жизнь это будет происходить. А мы все равно там поем, что-то доказываем, что-то показываем, рассказываем там и так далее. Благодарности не будет, поверьте, но это нужно делать, потому что это дух, это главный дух. Вот. И мы почему провели в Тёе, именно в Тёе провели этот Алту на Махтам Ирин, да, вот именно верх Тёи, потому что Тёйская, да, Сагайская земля, вот, из Сагайской земли только Тёйская долина давала нам великих певцов, да, там, всех там, да, Дагдымаева, там, вот, всех этих вот, каких там, Апанис Семенович Бурнак, все певцы они были оттуда, потому что я даже, а я вот Есинск, мы с ним Есинский, там, да, я просто их спрашиваю, может у меня были певцы где-то там в роду, там, да, шаманы, может быть, были, думаю, сейчас мне расскажут, какой-нибудь шаман был, может у меня там от него что-то передалось, да, там, не-не-не, я постоянно на него был очень, говорил, тю-тю, говорит, типа шуши, это, потому что тюйские, они действительно, эта земля давала, Павел Михайлович, все они оттуда, только я, понимаете, давал, поэтому мы, там все пропитано вот этой вот атмосферой, там, да, Махтар, вся горы, вся долина пропитана. Когда, если вы будете там, просто постаньте вот, и послушайте, все поет, эта гора поет, та гора поет. Ну, я вам говорю, там, просто послушайте иногда, приедете, просто постойте там, и вы почувствуете, что они поют, вы не можете, и поэтому вот там выходит, да, вот Наташа вышла. Я очень сильно жалею, что она не филармония, очень сильно, потому что она даже не певица, понимаете, певицей можно стать, там, она ржи, понимаешь, она просто вот, понимаешь, она поет, как будто вот горы поет, понимаешь, и много говорят, ну что там, а я хожу, понимаешь, слушаю и учусь у нее, понимаешь, потому что я наслаждаюсь ее пением, вот, там и так далее, вот. Ну, значит, в театре, ну, тоже музыка заниматься, надо Кульный музей заниматься, потому что Кульный музей, она будет не хуже, чем Дагдымаева, она будет носителем, все, только нужно заниматься плотно очень, вот. Там и так далее. Он тоже сидит, да, там, вот Тымана, Сказласа, там, но все родственники, они же тюйские же, там, все тюи, там, ну, Камал тоже там все. Поэтому есть три способа получить хорошую информацию, есть три способа, да, там, вот, нотная, там, пожалуйста, вот, цифрами, пожалуйста. Главное, купите Четхан, чтобы было. Вот. И третье, это вот на слух. Но на слух он вам, это самое высокое, это самое сложное. Вот Евгений спрашивает, как вы там запомнили? Да нет, все это вот тут, понимаете, через слушаешь, и играешь, слушаешь, и играешь, понимаете, слушаешь и играешь. Все. Ну, да, иногда не попадаешь. Там есть разные варианты, да, у него там три варианта этого сахстрас, который Евгений говорит, да, там Палапчамары, там три варианта. Они все три разные, ну, а по духу они одно и то же. Все по нотам разные, но по духу это все одно и то же, понимаете? Главное суметь это передать, понимаете? И даже хайджи, да, они играют одну и ту же мелодию, там та-ра-та-та-та-та-ра, я, все говорю, что даже вроде одна и та же, но они по-разному, та-та-та, а здесь играют, а тут там та-та-та-та-та, вот здесь играет там. И они по-разному играют, но дух один и тот же, понимаете? Это нужно уловить, услышать там и так далее. Тогда
он даст вам сильную там, да. И так, а иначе вы будете всю жизнь так. Хотя очки не будут. И будете на стульчик положили. Так. Ну, у меня пока не получается выучить. Ну ничего, падай, и вот так вот будете всю жизнь. Нет, надо вот именно принимать ее. Как только вы научитесь принимать эту культуру, да, как духовную цивилизацию, именно брать ее из первого источника, да, не через ноты, а через первый источник, тогда вы начнете понимать дух. Вот Евгений Александрович тоже учился Петра этого Аргудаева, я тоже специально поехал. Я в 23 года, я уже закончил репу, да, я понимал, что никакого, мне Георгий Иванович говорит, приходи ко мне, я тебя научу, говорит, музыке. Я уже прекрасно понимал, что Георгий Иванович, он прекрасный музыкант, композитор, мы его все уважаем, мы его на руках носим в те времена, да, но он никакого отношения не имеет к духовной цивилизации. Я понимал это. Еще 23 года, когда я закончил, я уже полное образование получил. Поэтому я поехал прямо к Аргудаеву. Аргудаеву приехал, его нету, я пошел там, то есть в Шара вернулся, там переночевал, у нас еще не приехал, он приехал и, короче, он меня неделю там мучил, короче. А я как молодой же, я говорю, ну, научите мне несколько приемчиков, чтобы я спел и все меня залюбили. А он нет. Он ничего не покажет, он расскажет, вот был Кадышев такой-то, у него было столько жен, он столько любовниц было, там дети, тут дети, там он так исполнял, тут так рассказывал, да, я говорю, ну покажите, как я Чадханию исполнял. Ну, я, говорит, не помню, как он Чадханию исполнял, но у него дети были в разных местах. И вот 7 дней он мне этого рассказывал, понимаешь? И понимаете, я думал, когда же начнет меня учить этим всем делам? Ну там минуты 2 покажет, запомнил. Ну, конечно, после такой информации, которую он дал, я вынужден запомнить вот это вот, потому что рассказ я все равно запомнил, потому что я так долго ждал, когда он сыграет на Чадхане. Конечно, запомнил там, ну все, так, давайте о другом говорить. Вот Добров был такой, и давай, и 7 дней меня мучил, я говорю, а можно я домой поеду? А через 7 дней я устал уже его слушать, ну можно все, уехал там. Потом он меня сильно ругал. Я там на Хмель поехал, стал лауреатом, и он там, шапошник его записки, или Бутана, я не помню, и он ругается там. Я, кстати, слышал, но пойдем на Кущетов, надо градкам, а он суён вообще там туда-сюда, прямо там так сильно ругал. Он прав был, понимаете, потому что он действительно меня обучал. Потом я к Лазарю Тимирек, Кашинский район поехал, там учился, там и так далее. То есть, ну, сложно было. Ну, мы застали вот последние эти осколки нашей духовной цивилизации, мы застали, мы учились этому. И со временем это все, конечно, дает результаты. Тексты запомнить невозможно, выучить их невозможно. Вот поверьте мне, тексты выучить невозможно. Потому что, ну как выучить 1000 строк хотя бы, да, там. А если там берешь там Айдовый, там 8000 с лишним строк, да, там, или же там Алтанары пока что 5000 строк, там, ну не выучить это невозможно. Там есть 7 шаблонов, которые вы должны знать. Вот. Просто это технически, я говорю, 7. Они ровно 7, не больше и не меньше. 7 штук, как цветов, например, там у художника 7 штук, да, и нот у музыканта 7 штук. Вот. 7 штук этих шаблонов, вы должны их выделить и уметь перемешивать друг с другом. Все, там ничего сложного нет. Но как это вы будете мешать эти цвета? Художник интересует тем, что насколько он будет сложно и красиво перемешивать, понимаете, эти цвета. Также там, например, музыкант тоже, он может эти ноты в каком порядке, понимаете, расставлять, чтобы будут всякие оттенки, мелодии, там, туда-сюда. Это очень важно знать. Поэтому эпосом нужно заниматься ежедневно. Я вам говорил уже, ежедневно заниматься нужно. Именно пришли, да, пусть это будет 5 минут, пусть это будет 10 минут, неважно, но в день нужно заниматься этим. Позанимались там даже полусонные, понимаете, позанимались и пошли спать. И сказали, ой, слава Богу, я позанимался, пошел заниматься своими делами. Все нормально, знаете, ничего страшного в этом нет. Но, я вам сразу говорю, без именно владения хакасским языком, да, все это пустая трата времени. Ну да, вы можете там чуть-чуть научиться играть, там, чуть-чуть там на Чадхане, там что-то еще. Вы даже педагогами толком не станете, если не будете знать нормальными. Педагог это сложнейшая работа, сложнее. Я попробовал и не смог. Вы же помните, я пытался там что-то троих научить, так и не смог. Ну, потому что педагогика это отдельная профессия. Я потом это завязал. И больше никогда не хочу возвращаться. Никогда не буду педагогом. Это
Сложнейшая работа. Вот. Поэтому занимайтесь. Я вам практически все рассказал. Что у вас, какие, может, вопросы есть, я вам расскажу. Видите, я не могу вам показать, потому что вы все играете лучше меня, я не буду уж позориться, не буду играть. Вопрос можно? Да. 7 шаблонов. Какие 7 шаблонов хотя бы? 7 Вот шаблонов. какой ты хитрый, а вот сами выделите и все будет. Да, там 7 шаблонов есть, они очень простые, понимаете. 7 шаблонов. Вы, когда начнете заниматься, вы сами все определите. Там их всего 7 штук. Че? Ну, да, что то Давай по-русски, я плохо понимаю по-казахски. А? А что ж ты пришел туда? Если ты сначала русский язык выучи, потом уже приходи, а? А ну ваша радость. Правильно Машариф? Правильно Машариф. Вот. Ну, знаете, что в эпосе, да, очень важно уметь владеть именно не литературным, а поэтическим, не литературным, поэтическим текстом. Поэтический язык хакасский, он очень сложен. Им нужно отдельно заниматься. Все-таки 7 шаблонов секрет. Скажи. Да я даже один не выучил. Ты что? Айдолы, ну что ты говоришь? Я думал, что я сказал 30 штук скажу. Или 3 штуки. Нет, я даже один не выучил. А? Да, видите, вам там он честил, да? Я так. Их где? Видишь? Ну, и намах практически. Я вот тут забыл одну вещь сказать. Что аут-намах, да, у нас это, то есть эпос для нас это аут-намах. Аут-намах это не сказ о богатырях на самом деле. Если правильно переводить его, правильно говорить, то это сказ о первых людях, о лучших людях. Вот. Алуп это не богатырь. Богатырь это по-хакасски матер, да? Помнишь, да? Матер. Матер слово произошло. Матер, герой это. Да, а матер это от слова магат-ир, да? То есть хороший мужик, да, который сильный там. Вот. Матер у нас встречается только в кипшохта, да, кипшохта, это былины, которые вот относятся там. Таскаматор, куда еще там, да, там и так далее. И монастырь у нас относится, у нас есть монастырь, он 1,5 страницы всего. Да, почитайте, интересно, там ничего интересного нету. Как они из этого сделали 500 тысяч строк, я не знаю. Вот, это там у них спросить. Но кипшох, это монастырь тоже относится к кипшоху, к кипшоху именно, былинам, но не к этому нахпах или аутонамах. Аут-намах, кто будет заниматься, заметите, что нет там народа, нет этнонимов там. Да, там не говорится, там, да, дальше он там, хайдерда, там, хайдерда, хадачона, нет такого, вообще нет там народов. Этнонимов вообще нет. Архалжон, Кулюшон, Халхалбачон, я там, это только народ. То есть это самый древний пласт культуры. Даже у якутов такого нет. У них уже там этнонимы, там куча их. Да, там. Близко к нам только осетины, у них тоже нет в эпосе народа. Да? Никаких там Алтай, мой Алтай, ничего там такого у нас нет. Понимаете? У нас все говорится там именно по что? Один народ. Весь на земле народ это один народ. Ну, есть просто хорошие ребята, есть плохие ребята. Понимаете? Вот и все. В этом и разница. Алып это от слова ал, да, то есть первый алып, первый лучший человек на земле, там и так далее. А кипчохов, да, там встречаются уже там Тадарчун, Молчун, да, там Хадачона, там кто-то еще там все. Но это позднее считается. Если судить по нашей традиционной культуре, то получается, что Джангар, Калмыцкий, да, там эти все Манас, все они относятся более поздние, будем говорить там, поэзии, да, там более поздние вот это кипшохам именно, блинам относятся. А автономах, но есть еще, самое интересное, есть еще у нас харанамахтар, да, миф. Там вообще чума. Понимаете, когда мне говорится, что народ наш пришел
мы говорим, что мы от обезьян произошли, а там нет. Там говорят, мы спустились с созвездия Ориона, да, и построили себе жилище Солбан, да, на Венере. Да. С Венеры потом увидели Землю. Когда Венера начала нагреваться, и мы увидели там место, где мы можем переселить Землю, но она вся в воде. И как ее осилить, да, как бы ее сушу, что сделать? Сделали Луну рядом с Землей. Луну сделали, переселились туда, и вот там Сартакпай сидит. Как же сделать нашу землю обитаемой? И он берет с левого виска, сосед выдергивает, и с правого виска выдергивает, и соединяет их, и дует в сторону земли. Так. И они превращаются в две утки, Ульген и Ульген. Ульген, они летят вдвоем на эту землю, облетают, да, там ни одном месте негде сесть, и они устают, садятся и начинают нырять, доставать землю, там, и вот так вот там. Потом, когда они уже там, снеговика сделали, там, накидали эти земли, Сартакпай спускается и начинает ладошками, там, равнины делать, да, и этим вот эликсала. Это у нас только на хакасах есть это название, вот этого пальцами, это эликсала, да. Эликсала начинает эти речки рисовать, да, там, горы собирать, эликсала речки рисовать, продвигать там и так далее. Харанамахт это вообще чума. Вы почитайте, это очень интересно, это вообще настолько познавательно и интересно, вообще здорово. Вот, тратьте лучше на это время, именно вот на это вот, которое это очень. Кто хотел там? Давайте, садитесь, что там хотели. Ешьте, сударь. Но с Сергеем Александровичем вот этих вот, их почаще приглашайте. Вот Евгений Александрович, да, Сергей Трофимович, это вообще это профессора, им нужно давать здания, построить там двухэтажные коттеджи, чтобы они жили как нормальные люди там, но чтобы по несколько жен у них было. За то, что пообещали, да. Да, это же великие люди, это великие люди.